Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. ООН запросила у Туркменистана информацию об осужденном туркменском журналисте. Несколько структур ООН запросили у властей Туркменистана информацию об осужденном туркменском журналисте Нургильды Халыкове. Об этом со ссылкой сообщает издание Turkmen News, с которым сотрудничал журналист. Также сообщается, что представители ООН получили ответ от туркменской стороны, состоящий из 3 предложений, которые не содержат никакой информации по сути преследования Халыкова. По данным издания, в феврале 2021 года спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнения и их свободное выражение, рабочая группа по произвольным задержаниям, рабочая группа по насильственным недобровольным исчезновениям и спецдокладчик по вопросу о положении правозащитников направили властям Туркменистана 10-страничное письмо по поводу приговора, вынесенного Нургильды Халыкову. Напомним, что корреспондент Turkmen News был осужден в прошлом году после того, как переслал фотографию с делегацией ВОЗ, приехавшей в Туркменистан для оценки обстановки с пандемией коронавируса. 26-летнего журналиста посадили на 4 года. Turkmen News приводит текст письма, адресованного правительству Туркменистана. В нем подробно излагается история Халыкова. 12 июля 2020 года он переслал независимым журналистам фотографию членов делегации ВОЗ, которую его знакомая выложила в Инстаграм. На следующий день знакомая удалила его из друзей и спросила, не пересылал ли он это фото. Затем его вызвали на беседу с сотрудниками полиции и Министерства национальной безопасности. 26 июля Халыков сообщил редакции Turkmen News, что его обвиняют в отказе возвращать долг в размере $5000, якобы взятый в начале 2020 года. 15 сентября Нургильды был приговорен к 4 годам лишения свободы по статье 228 «Мошенничество». В ООН подчеркивают, что обычно невозврат долга в Туркменистане не приводит к возбуждению уголовного дела. В случае поступления жалобы с должником беседуют в полиции, с него берут расписку о том, что он обязуется вернуть деньги. Неясен механизм, по которому в данном случае действия Нургильды квалифицировали как мошенничество. Turkmen News сообщил о приговоре журналисту лишь в декабре 2020 года, так как его родственникам обещали, что он выйдет на свободу в рамках предстоящей амнистии. Но 12 декабря амнистия состоялась, а Халыков под нее не попал. Судебный процесс и приговор Гэну Халыкову не соответствуют минимальным стандартам правосудия и международным нормам соблюдения прав человека, говорится в обращении ООН, и подчеркивается, что этот случай не может рассматриваться вне контекста других систематических и жестких нарушений свободы слова в Туркменистане, из-за которых вынуждены молчать другие независимые журналисты, правозащитники, гражданские активисты, собирающие факты и передающие информацию о событиях в стране. В ответ власти Туркменистана отреагировали 3 предложениями, которые не содержат никакой информации по сути преследования независимого журналиста.